достойнейшие братья, сестры, которые любят наш канал, поддерживают наш канал. Вот. И, конечно же, не обошлось очередной такой сказать «Уалейкум ассалам». Я не знаю даже, как его назвать. Походу он и сам не знает еще, не определился, какого он происхождения. Чикиндез пытается меня, пару скринов скинули мне, меня, моих там друзей, с моего, оказывается, для того, чтобы общаться в прямом эфире, «Уалейкум ассалам, Умалт». Если кто-то приходил ко мне в эфир для общения, нужно обязательно быть в теме, то есть он оказывается то ли предателем, то ли кем-то еще. Хотя, честно сказать, я до сих пор думал, что в прямом эфире имеют право задавать вопросы, такие, какие им пожелаются. Ибрахим, YouTube, подключи наш YouTube канал, чтобы мы могли ответить на вопросы наших подписчиков из YouTube. Вот. Короче говоря, оказывается, если мои подписчики, которые приходят в эфир для обсуждения любых, я не знаю, каких бы то ни было тем, будь то по границе, будь то по истории, опровержение лжи, нужно обвинять людей или сказать, что вот эти люди, оказывается, они работают на всякого рода спецслужбы, суперзаговор, все подключен, суперзаговор, они работают там на все структуры секретные всего мира, вот. А просто так зайти в эфир, задать вопрос или поддержать того или иного нельзя. Я, честно сказать, абсолютно за эти вещи не переживаю. Можете передать ему. Я обычно смотреть. Любой человек, который приходит ко мне в эфир, я принимаю в эфир. Будь то адыг, будь то сюле, гонки, галгай, галгаски, армян, осетин, грузин, любого человека, любой человек желающий может зайти, набрать «Уалейкум ассалам», да, вот такая футболка от моего брата Адыга, который мне подарил спереди национальный флаг всех адыгов, а на спине горы и имя мое Башлан. Вот я ее с уважением ко всему братскому адыгскому народу ношу. Не первый год, так сказать, у меня 2 года она у меня. Но хочу сказать, стоит отдать должное. Почему-то все думают, что я адыг. Подходит, вот буквально недавно я выходил в Грозный Мол, приезжал мой друг очередной раз с
с фирменными своими, представлял свою фирму. И вот там, когда все люди, которые подхватили, которые знали, говорили мне адыга, вей, но они думали, что я адыг, но почему-то так, я не знаю. Но на что я всегда говорил и говорю, с уважением отношусь ко всем народам, но и с честью ношу эту футболку, поэтому объяснял, что обозначает там, 13 обществ единого адыгского народа и так далее и тому подобное. Ну да ладно, что я хотел сказать. Приходит любой человек в мой эфир, чтобы как бы не отходили мы от дискуссии, и без разницы. Главное, чтобы он не матерился, главное, чтобы он вел культурную речь. Мне без разницы. Набираете Башлам в Инстаграм, через VPN заходите, данную трансляцию, чтобы вы могли в онлайне со мной поговорить. Башлам.39 через VPN. И там есть такая камера с плюсом, нажимаете и выходите в эфир. То есть обязательно нужно показывать лицо и задаете вопрос. Без разницы. Главное, что не политического характера. История, культура, традиции, география. Поэтому с этим проблем нету. И ко мне с 18 года, когда у нас были небольшие ложная клевета, когда вернули чеченцы исконно свои земли, заходил Мухаммад, его зовут, или Борзик, написано, парень. И он заходил, еще сотни с Иордании, с Турции, с Европы. Я хочу сказать этому неизвестная личность, которая имеется в виду, от кого произошел, я не знаю, без обид, я и не интересуюсь. Этот утырок меня уже достал, то указал там, где-то там, мне скрин скинули, что он знаком какой-то Вайстег или Вокстег, там какой-то каналы, вот они работают. Другой написал скрин, закинул, вот посмотрите, какой у него офис в Минпечати, что ли, или в Миннации Чеченской Республики, что ли. Я не могу понять. Всем утыркам, нарнийским, законнорожденным, незаконнорожденным, я не знаю, уже сами определитесь, кто вы есть. Я хочу сказать, не в оскорбление, не в обиду. Я работаю у себя дома. Мой офис дома. Все, кто приезжал ко мне, все знают, где я живу, знают, что я знаю многих людей в этой республике. Очень многих людей. Госслужащих, которые работали в Миннации, которые работали в правительстве. Я говорю, что со времен университета я вел активный образ жизни. Я знаком практически со всеми. Ну, не скажу, вот из той старой элиты, когда я работал. Я работал в государственном госслужащем, был госслужащим. Никогда в жизни еще прислали скрин. Я сразу отвечу прежде чем продолжить нашу дискуссию, чтобы было понятно. Никогда в жизни, по милости Всевышнего Аллаха, я не привлекался ни по каким ни уголовным, ни административным. Единственное, что в своей жизни я нарушил, может быть, и то это превышение скорости. Другого никого, ни с кем, ни с какими криминальными делами, никакими там авторитетами, там, третье, десятое, военными, спецслужбами я никогда не работал. Если вы, тупорылые бараны, не можете или не знаете свою историю, пытаетесь очернить чужую историю, не зная точно своего происхождения, видите везде заговор, потому что разоблачают вашу ложь, отвечают на ваши оскорбления, говорят, рассказывают о географии, об адатах, об культуре, о всем, что касается нашего нохчи народа, или взаимодействия, допустим, взаимодействия между адыгами или нохчи, взаимодействия между грузинами, чеченцами, да без разницы, дагестанцами, кумыками, аварцами, с ингушами. Если я где-то рассказываю историю или что-то рассказываю, если алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху,
Если у вас нету душка прийти в эфир, сидеть где-то за бугром, где вы сидите, я хочу, чтобы вы понимали, вы утырки нарнийские, я приглашаю всех, любого человека, кто может прийти в эфир, если ему интересна своя история, культура, адаты, традиции. Приходите и по теме говорите. Мне нету смысла искать какие-то офисы. Все, что у меня есть, книги, карты, башня, глобус, все, что у меня есть, вот, грубо говоря, да, для эфира, это мне кто-то подсобил, там, один друг помог там, с книгой, другой там задонатил, третий там книгу там, и так далее и тому подобное. Вот таким образом у меня есть в своей собственной квартире комната. Никаких офисов ни в Миннате, ни в КГБ, ни в ЦРУ, ни в ФСБ, нигде у меня ничего нету. Ни в Дагестане, ни в Аухе, ни в Панкисе, нигде. Я живу у себя дома. Все, с кем я общаюсь, это любимый мой народ, нохчий народ. Я общаюсь, я это говорю этому утырку, который не знает, от кого он произошел. Я общаюсь с европейскими нохчи, я общаюсь с панкийскими нохчи, я общаюсь с иорданскими нохчи, турецкими нохчи, казахскими нохчи, России, которые в других регионах живут нохчи. Я общаюсь со всеми, кто знает, кого я знаю, и у кого есть там, которые, ну, я не знаю, как бы это так сказать, чтобы никого не обидеть. Я со всеми с ними общаюсь. У меня исторический паблик. Общаюсь я с европейскими нохчи, общаюсь я с другими нохчи. Никого не должно волновать. Тем более, которые сами не определились, от кого они произошли. Я, по крайней мере, занимаюсь историей и разоблачением лжи. У меня нету никаких заговоров, никаких политических переворотов, у кого-то отобрать, забрать. У меня такого вообще нету. Понятия нету. Это история, это география, это культура. Понимаете? У меня нету неприязни конкретно вот к тебе там или кому-либо, вот, к личности, которая заходит ко мне, себя ведет нормально, послушал, высказался он, ушел. Зафиксировать, сфотографировать, передать. Вот он вместе с ним работает. Вот он у меня в эфире были и государственные деятели, и правозащитники, и политики, и разные люди приходили. И они могут быть с любого региона. Тут никаких проблем нету. Я с радостью общаюсь с каждым человеком. Будь то кабардинец или карачай. Будь то балкарец, там, я не знаю, или нагаец. Никакой разницы нету. Вы просто видите везде какие-то хитросплетения, везде вам мерещится, что кто-то объединился. Я человека видел только в эфире. Все. Министерство национальной политики – это государственная структура. Министерство по делам молодежи – это алейкум салам рахматуллахи баракат. Это государственная структура. Всем дебилам, имбецилам, которые что-то говорят там, он связан с министерством там, молодежи и так далее. Послушайте. Во-первых, тот, кто не знает, ну, как они могут знать? Они не отсюда, не знают откуда, где появились, где родились, кто. Я еще, когда вас на свете как таковой фактически почти не было, я работал заместителем председателя комитета по делам молодежи. Я работал в многих общественных организациях, много чем. Это общественная организация. Вы потом можете меня упрекать, что я субботники проводил, массовые мероприятия проводил. Я делал все, что полезно для моего народа, чтобы молодежь не мучили, чтобы направить их. Это было 15-20 лет тому назад. Эти фотографии с российским флагом или с немецким, или с китайским флагом. Какой флаг я хочу, такой и ношу. Понимаете? Мне без разницы. Я могу одевать, если мне эти люди дороги, если мне эти люди приятны, я могу носить. Я показывал вам в эфире
В свое время был один ингуш, который в эфире, и ингушский флаг показывал. И что? Что от этого меняется? Вы думаете, если я это поднял, то я становлюсь этим человеком, что ли? Если у вас хватает мужества, не надо за спиной где-то в своих пабликах коверкать мое. Мне абсолютно наплевать, что вы делаете. Абсолютно наплевать. Есть вопросы по истории? Правда, неправда? Вот это правда? Я скажу да, если это правда. Если нет, нет. Многие моменты, которые занимаются, я и всем говорил, незнание закона не освобождает от ответственности. Я многих просил и говорил, чтобы не высказывались какие-то радикальные, политические какие-то ваши вещи. Мне они не нужны. Я не хочу проблем ни вам и ни себе. Я человек не военный. Понимаете? У меня мое поприще это общественная организация, это НКО, это блогерство, будь то история, география, я не знаю, лингвистика, по любым вопросам. Понимаете? У меня нету, еще раз я повторюсь, нету ничего. Если вы думаете, что есть какой-то клуб там, который против, нету. А знаете, почему вы переживаете? Потому что вы сами, те люди, которые это рассказывают, есть целое там против нас. Я ни с кем не объединен. Я знаю Азамата Дышни, я знаю, он был у меня в эфире, в гостях вы видели. Я знаю Султана Исаева, мы вместе учились в университете. Гилани там и многих-многих других людей, которые и в Инстаграме тоже. Амина Тисаева я знаю, еще до того, как там он начал заниматься историей. И с любыми другими нациями, которые хотят поговорить, обсудить, пожалуйста, заходите, говорите. Никто же вам не запрещает. Вы за спиной, вот видите, я разоблачаю, я закидываю, я говорю. YouTube-канал, у меня не было YouTube-канала вообще. Этот YouTube-канал помог мне мой брат, который живет в Европе. За что ему огромная благодарность. Благодаря таким братьям, опять же я говорю, Мухаммад Вали, и Ибраим Вали, и Вах Вали, и многие, Бекхан Вали, взрослые люди, которым 70-60 лет, они всяческим путем пытаются мне помочь, чтобы мы продолжали свою работу, свою деятельность. И мы продолжаем. Материал только накапливается. Каждый день, когда я не публикую материал, вы думаете, нет, в день десятки и сотни просто набегают. Я просто не успеваю. Сейчас, в прошлую неделю мы провели стрим. 2 или 3 часа провели, вы видели, да? Я хотел в пятницу, но в пятницу у нас не вышло. У меня небольшие какие-то свои проблемы. Хотя я пытаюсь как-то отвлечься. И, альхамдулилля, все будет хорошо. Уже надеюсь, что скоро, иншаллах, мать с больницы домой вернется. Дикник Хардудаму. Я пытаюсь как-то, но не всегда все получается. И если вы думаете, вы прислали скрины, еще раз, офис мой здесь. Моя лампа Ильича, все вещи, которые у меня есть, я вам показываю. Кто хочет, может прийти и сказать, вот ты сейчас, чтобы не говорили, что я там в Дом печати или где-либо. Я не работаю ни в Дом печати, ни в Министерстве по делам молодежи. Я занимаюсь, это блогерская деятельность, это мое хобби. Моя история, мое хобби, моя география. Я люблю любовь к своей истории, к своему народу. Это называется патриотизмом, в моем понимании. Не нацизмом, как вы называете. То есть вам оскорблять народ, географию, культуру, тейпы, это нормально. Отвечаешь вам, вот они собрались нацики. Валлахи, талахи. Я клянусь вам именем Аллаха, нету никаких проблем, если бы захотели собрать этих людей. Я бы их даже не назвал бы нациками. Я бы сказал бы, если такие люди были бы, что они патриоты, не нациками, даже если бы вы называли. Но, к сожалению, наш народ всегда занимался другими вещами. Сейчас даже
Я недавно встречался со своим одним братом. Мы обсуждали с ним эту тему, почему многие вот занимаются другими вещами. Остался там Кавказ, мир, Нохчи истории, Нохчи Васта, чуть-чуть, Дышни Азамат. Это те, которые что-то закидывают, иногда что-то делают, Кавказ, мир там, да? Это ребята, которые в Инстаграме как-то еще держатся. Дайте, скиньте мне, чтобы я знал, где мы получаем деньги, там, и, может быть, за эти 5 лет мне бы дали. И сегодня я зашел, прежде чем зайти в эфир, я надеюсь, он посмотрит этот стрим. Некий Асламбек, кажется, там было написано, он пишет, я хотел салам, там задал, говорит, я хотел бы спросить, вот в Ютубе за то, что ты работаешь, тебе платят, там, и так далее, и тому подобное. Уважаемые друзья, YouTube платформа и площадка, у меня ее нету. Я работаю через Instagram, чтобы вы знали. YouTube площадку ведет мой брат, который живет за границей. Он помогает, он каждый раз подключает Facebook, подключает YouTube. У меня нету страницы на YouTube, имеется в виду, вот, чтобы я ее вел, сидел и прямо вот там все это делал. Вот. И отвечая этому Асламбеку, нет, YouTube запретили платить. Раньше там включалась монетизация, там уплачивали и так далее и тому подобное. Сейчас этих вещей нету. Вот есть и единственное, что там иногда, как раз сейчас, только я сказал, брат Арби задонатил, иногда там 2-3 человека донатят, все, никаких денег никто за это не платит. Ни в Ютубе, ни в Инстаграм, никому. Да, если там кто-то закажет рекламу, платная реклама, да, на сторис обычная, на ленту я никогда не делал рекламу. И, во-первых, если бы и делал, то это было бы очень дорого. Поэтому сторис рекламы делают, они платные. Но у меня, как вы видите, там рекламы не бывает фактически. Иногда, если бывает, это и то. Вот, значит, никто ничего не зарабатывает. На этом мы не обогащаемся. Я и те братья, которые остались, маленькое количество, 3, 4 или 5 человек, да, ну, может быть, максимум человек 10, которые занимаются историей, географией, культурой, литературой, именно Нохчи народа. Амин, Машхо, амин. Именно эти люди, которые патриотично настроены, они все делают, как я, мы делаем все из своего кармана. Пытаемся как-то что-то изменить. Но и благодаря, конечно, некоторым братьям, которые поддерживают. Это прекрасная площадка, платформа для общения. Да, есть, конечно же, острые моменты и углы есть. Очень большую часть лжи можно раскрыть. И в этом, конечно же, есть свои плюсы. Разжигание межнациональной розни, если кто-то этими занимается, если преподнести именно таким образом, его тоже, конечно, можно так показать. Но я, честно сказать, не вижу в этом именно разжигания таким образом межнациональной розни и так далее. Почему? Потому что если вы осуждаете нас за то, что мы опровергаем вашу ложь, вы не осуждаете тех, кто эту ложь на нас оклеветал, то вы как минимум не правы. Господин уже давно шалдал. Дикую дивизию. Есть информация об этих людях? Про какую именно имеете в виду? Про дикую дивизию мы публиковали. Я уже раза 3 или 4 публиковал про дикую дивизию. Представителей нашего народа в дикой дивизии. Количество у нас, где-то должна быть даже книга об этом, участниках дикой дивизии.
представителей нашего народа. Ну да, еще раз опубликую. Вот. И самое интересное, что для никого, я же там невыгодные вопросы не читаю. Но когда даже задают вопросы, я вам публиковал и рассказывал, когда задавали вопросы про ситуация была в Панкийском ущелье в Грузии в 2019 году, кажется, когда писали гадкие комментарии некоторые чеченские полки. Да, есть, я об этом публиковал, печатал у себя на канале. Посмотри, там нужно спуститься вниз, заедал, а повторно еще раз опубликую. Как раз таки, когда говорили, что мы якобы пытаемся там, они хотят сделать то же самое, взять часть Панкийского ущелья. Ну, это был настолько большой идиотизм. Панкийское ущелье не граничит с Чеченской республикой. То есть у нас нету прямых границ с Панкийским ущельем, Ахметовским районом Грузии. И никогда не было. Там была внутренняя какая-то своя ситуация, не какая-то там, в принципе, можете посмотреть. Они урегулировали, все нормально. Валикум ассалам. Что касается Ауховского района, еще раз говорю, никогда вы не слышали ни одного моего эфира, где я сказал оторвать от Дагестана, сорвать там, как говорится, и брат Аднан задонатил. Адлан дал саадор, дал духуахуа. Огромная благодарность за поддержку нашему каналу, для развития нашего канала. Я всегда говорил и говорю, опять же повторяюсь, самое главное в ауховском вопросе возвращение исконных домов земель ауховцев. Никогда о территориальном отсоединении или о сепаратизме или о том, чтобы нарушить чьи-то права, никогда от меня, алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату, не было. И не будет, вы от меня не услышите. Понимаете? Чаяния чьи-то, провокации чьи-то, это личное дело уже каждого человека по-своему. Я говорю, что ауховцы должны вернуть свое название, им вернуть свои села не больше в историческом плане, и то, не больше, не меньше. И ни с кем я там не связан. Знакомые, это наш народ, понимаете? Ауховцы, за Ибрагима Аллах, брат шейх задонатил. Ибрагим, за тебя шейх задонатил. И мы везде, что в Аухе, что в Панкисе, что в Европе, мы все одни ночи. Это наш народ, единый народ. Понимаете? В историческом плане. Я, по крайней мере, с этими людьми у меня есть что говорить. Я знаю, кто их мать, кто их отец. И мне разницы нету. Этот ногчу из Европы, из Турции, из Иордании. Это мой народ. И мы всегда общаемся. И каждый желающий может зайти, задать вопрос, если это касается истории, тейпов и так далее. Если вам покажется, что этот вопрос провокационный, я сам скажу это. Не нужно делать, вот он сказал, попросил, не надо. Каждый может зайти и задать вопрос. Каждый. За моей спиной собираясь где-то в своих там нарнийских пабликах. Вот я ему задал вопрос, он меня заблокировал. Я клянусь Аллахом, я не заблокировал ни одного человека, который не матерился, не говорил о материнских или отцовских гениталиях. Я никогда в жизни никого не блокировал. Вы сами знаете это. Но когда человек переходит рамки культурного и начинает где-то материться, там, не знаю, в присутствии женщин, старших, взрослых людей, я с такими людьми, что я буду вести с какими-то хабалками, базарными, я не знаю, ардабончики, не знаю, как нарнийские, там, кашпоты, или как их назвать, я даже не знаю, не хватает даже всех этих разговоров. Конечно же, иногда я срываюсь, когда вы аккей исконно ногчи тайп, лом аккей исконно ногчи тирой, или там наших орстхой, или ауховцев, или кистинцев вы называете, они никогда не были чеченцами, они не чеченцы, ари уже. Тогда я вам говорю, извините, как есть.
как приходится. Если есть ногчи, значит они ногчи. По крайней мере, никогда в жизни от них самих я не слышал, я вам это показал. Люди уже на протяжении последних 200 лет, 200 лет, 230, 250 лет себя исконно называют с тех пор кистинцами. Вы заходите и говорите, нет, они не кистинцы, они перебрались в 2000 году там беженцами. Небольшое количество чеченцев, ногчи отсюда, переехали к своим же ногчи оттуда, небольшое количество. Из-за этого, что ли? Нет, совет старейшин и все остальные вам об этом дали. С Иордании заявили то же самое, с Сирии заявили то же самое, с Египта, с Турции. Вы хотите сказать, вот эти все, с кем, кто со мной общался в прямом эфире, это является кем? Я не знаю. Если кто-то вам что-то сказал, и он там ведет какую-то свой паблики, свои каналы, это ваши проблемы с ним. Он был с Башламом, значит, он связан, у них великий масонский орден. Это что за ерунда, что за бабуня? То есть, если ко мне зашел в эфир Адык, пообщался, я что, после этого не могу общаться с балкарцем или с карачаевцем, что ли, я не знаю. Или ко мне зашел ингуш, я не могу общаться с осетином. Я могу общаться с кем хочу. И свою точку зрения я выскажусь. В историческом плане, в географическом плане. Политику, если вы хотите, есть места, где можете со трибуны, там, политические паблики, идите туда и говорите. Я знаю, что политически ничего не изменить вот в таким планом. Кроме того, что лишний раз людям проблемы создавать. Зачитываешь книгу, говоришь, вот, ты берешь книгу, зачитываешь ее, там, допустим, надо полагать, что в основном золотые татары завладели частью Чечни, или, быть может, просто водворились на ней, найдя ее никем необитаемым, сохранились в предании, в песне, импровизации и так далее и тому подобное. Там. Это написал, допустим, Берже. О, нет, Берже не прав. Там. Мы на самом деле знаем, кем мы являемся. Это ваши проблемы. Кем вы являетесь или кем вы не являетесь. Я зачитываю исторический документ. Понимаете? Да, не вырывая из контекста, который да, сидит там, балаболит. Начинает, закидывать, говорит, вот эта книга, вот у Гробовского. Начали читать Гробовского, бедного этого грибника, или грибовник, или грибник. Там вырваны из контекста. Броневский вырваны из контекста. С любого места вырваны из контекста, зачитывают, и никаких проблем. Если ко мне прислали текст, опубликовали, показали, в чем проблема? Никаких проблем нету. Самое интересное, когда ошибаются в исторических книгах сами чеченцы, вот как говорят об этом, ночи пишут. И показывают ошибку. Когда упрекаются, не показывают ошибку. Когда ошибаются, что-то говорят там, допустим, про ингушей, да, примерно я говорю, ну или про сюлей, или про любого другого. Они заходят и говорят, вот они написали такое про нас оскорбление. На самом деле это не так, на самом деле это вот так. Из любого контекста. История, наука, конечно, очень упрямая. Есть разные исследования, разные работы. Касаемо даже простых же, тех же самых этнонимов. Ни один, ни ингуш, ни сюлей, ни русский, ни осетин, ни кабардинец, там, не знаю, ни грузин, никто не может знать историю ногчи народа лучше, чем сами ногчи. Никто не может знать. Как бы он ни хотел, как бы Красный Горшок не мечтал, или там этот генерал стратегического назначения, там, шизофрения не болел, там, да, рассказывал про праздник калитования, что это древний их праздник и так далее и тому подобное. Ладно, понятно. С Артемом Плата уже все ясно, он вели
парни, так я так понял, в заблуждение его, оказывается, вели. Ну, вот. Это было понятно по контексту, то, что он зачитывал, что он в истории не понимает. Именно в этом периоде, промежутке времени, там, историческом. Но суть не об этом. Каждый человек имеет разные точки зрения, и никто не запрещает ему высказывать по истории там, свою точку зрения. Логически обоснованно. Подтверждение, есть ли подтверждение этому или нет. Поэтому мне всегда было проще вести дискуссию касаемо особенно земель там, или Сунжинского района, или Галанчорского района. Все было намного проще. Всегда намного проще это вести, эту дискуссию. Почему? Потому что я знал, что правда на моей стороне. Что эти земли никогда до 2008 года никогда не входили в состав Ингушетии. Что касается бамутов было 3, я вам еще раз говорю. И на 4 или 5 лет они переходили в Ингушетию. Это я вам говорил. И благодаря этому, или тот же участок там, Галанчорского района, который переходил на 4 или 5 лет, переходил к ним, если я не ошибаюсь, чтобы не путать бамуты. Там 3 бамута, средний, верхний и нижний. 2 из них были в Ингушетии частично. Опять же, жители самого этого бамута, из степи Лан-Аккой, Дайрея Схилсу, на открытии мечети в Горной Нохчичуе, Аккой Мох, когда я ездил, рассказали случай, который был в 1971 году. Это полевой материал, который я зафиксировал, я вам рассказывал. Он сказал, я хочу, чтобы ты всем это рассказал. Это реальный случай. Когда ходили и говорите, представляйтесь, не чеченцами, не нохчи, а другой нации, якобы сила Хадушу. Это 1971 год. Это не 2018 год. Это даже не 91, не 92 год. Это случаи, которые были реально в жизни. Я не видел ни одного нохчи, который бы поехал бы, я не знаю, Ахметовское ущелье и говорил, не говорите, что вы, там, я не знаю, кистинцы, а скажите, что вы там чеченцы. И так далее и тому подобное. От нас, по крайней мере, я такого не видел. Альхамдулилля, дело и это было. И никто не запрещает ни одному, заметьте, никто, ни один нохчи не говорил, что нохчи тейпы, которые живут сегодня в Ингушетии, если они скажут, что они голые, нохчи их не осуждают. И не говорят, вот вы будьте такими за то, что вы там Бяхмобил. Братик. Ой. Что такое? Вот, на чем мы остановились? Так. Как по-ингушски называется башня? Мрачный лесник спрашивает меня. Гал, кажется, называется. Гал, если я не ошибаюсь. Я не знаю точно. По-ингушски, честно сказать, я не знаю. У нас Бауана называется. Где я остановился? Перебили как-то я. Напомните мне, где я остановился.
Бадек дюча, дислобог, идол. Что-то я... Ибраим, что я говорил? Где я остановился? Любой. Это провал, я ответил, это вопрос задали. До этого, что я говорил? Люди, башен, баула, цеху, хул. Я, правда, я написала. Алейкум ассалам, альхамдулилля, адику. Ладно, я просто до того, как мне позвонили, что я говорил, я просто мысль сорвалась, и я ушел и прочитал вопрос. Жители башен, баула, хул. Конечно. До этого, до звонка, что я говорил, я вот этим интересовался. Да, все. Дерес Эльбиева Мария. Ах, могла сажим. Щелвел, да я. И ахирасар. Чуть-чуть я холодно, хоть и в квартире. Так вот, что я хотел сказать. Никто из ногчи народа пробамут, уже пробамут дыцы, да. Ни один ногчи не осуждает, не говорит, почему там вы стали ингушами, хотя вы на самом деле ногчи, хотя все родовые земли ваши исконные, откуда вы произошли, тоже ногчи, что никто об этом не говорит. Ни один, я не слышал, по крайней мере. Уаца, ща очи, адвитан, ща демери гахари, ногчи уаца, ногчи хилерам ях, си, он халдюнал юш, ща ногчи уйху, ща куалар. Сейчас речь не об этом говорит. Тот, кто нет, говорит, никто и не задумался. Перестаньте там быть этими или этими, никто не говорит. Аллах не говорит. Речь не об этом, просто хотя очень много преданий, встреч, взаимоотношений, общих браков, очень много между нашим народом. Я не буду говорить, как Руслан, президент Ингушетии. Между нами достаточно много и родственных отношений. Никогда вот такого прямо уж деления не было. Единственно, в 2018 году, когда произошел этот инцидент, начали там всплывать моменты. И многие молодые ребята после говорили, что они даже ходили по ошибке на это мероприятие, думая, что реально все так, как есть. Вот это мнение которое насаждается все время, ложная информация, пропаганда, вот они на самом деле такие, вот они на самом деле такие. Это делается только для того, чтобы вот закладывается ненависть, ни более, ни менее. Хотя, честно вам скажу, что по сути своей, чтобы этой ненависти не было, должны стараться обе стороны. Вот. И прежде чем осуждать и обвинять кого-то в нацизме, хотя о каком нацизме могут говорить там, допустим, у нас? У нас нету ненависти ко всем. Нету. Ненависть есть людям, тем, которые с презрением относятся Есть такое мнение, Вердер, есть. Но, еще раз говорю, поскольку сегодня два субъекта абсолютно разных, там без разницы, чтобы не было, не звучало, как бы это ни звучало, почему-то, когда изучать историю, это как бороться с ветряными мельницами.
Сколько что ты не делал, и мало что меняется. И поэтому люди заходят и говорят, вот ты уже 4 года, в 18-м я видел твой эфир, прошло 5 лет, а ты до сих пор там говоришь об этом. Нет, до сих пор не говорится об этой же тематике. Вопросы разные, можно говорить и на другую тему. Задавайте, мы же обсуждали и литературу, окей, давайте говорить о литературе. Как сегодня искусственно и литературные герои, национальные новые герои, превращаются потихоньку уже соседними там, допустим, да? Не больше, не меньше. Если это история. Если мне бы предлагали проекты, на сегодняшний день проект, мост такой, мост, который там больше налаживал бы взаимные отношения, показывал бы хорошее больше, чем плохое, я был бы за, если бы это было так, если бы я видел, что картина меняется. Но картина, к сожалению, меняется, откладываются, и многие вопросы просто в загашнике остаются. Будь то Ауховский вопрос, будь то Акинский, Арстхоевский вопрос, они остаются в загашниках. Почему раз и навсегда не решается этот вопрос? Кто будет этим пользоваться в будущем? Конечно же, вполне возможно будут пользоваться враги и недруги. Что касается географии, что касается культуры, что касается истории, любой человек, который занимается конфликтологией, он прекрасно знает, где есть уязвимые места того или иного маленького народа, который проживает на Северном Кавказе. Любой человек. Ну, это есть, для этого есть целая специализация, как. Да, кстати, кто там, как ты, конь белый или как там тебя, я не знаю. Ты вроде, надеюсь, сейчас не будешь упрекать в том, что если кто-то знает конфликтологию или политтехнологию, что он работает на спецслужбы. Есть такая наука, конфликтология, да, если я не ошибаюсь, история, геополитика. Ну, почитай на досуге книжки, нежели чем рассказывать сказки, которые тебе скидывают твои сородичи. Не надо людей к этому привлекать. Тем более говорить, что кто-то что-то кому-то оплатил или сделал. Вопросы, возникающие, которые были, они, тот, кто знает по истории, начиная со времен Кавказской войны, то есть во время имама Шамиля, шейха Мансура, география, кавказская география очень сильно изменена. И есть моменты, в котором очень сильно люди после чего предъявляют претензии к друг другу. Вот. К сожалению, сегодня во время современного уже, когда есть интернет, социальные сети, все разлетается мгновенно. И небольшой даже, в принципе, известный исторический факт может стать достоянием, там, такой шум, гам могут поднять. Но есть люди, которые грамотно к этому подходят, а есть люди, которые специально это делают, провоцируют. Вот. В моей публикации, как я говорил в предыдущем эфире, не было ничего того, чтобы стравить там чеченцев там, с какими-то другими нациями. Речь шла о культурном воспитании, общении. Если вы хотите пообщаться, если вы там нормально в рамках культуры, в культурных рамках ведете дискуссии, это ваше личное дело, если у вас получится семья, но все-таки нохчи дитмадилаш, нохчи ижри, ше нохчи кун хуашк бе, марима у варилаш. Нохчи, ше нохчи зудбеш бе, зудрима бар бе, духар. Самое главное. Таго ли бере дайте нормально, шейк ам дианди. Это такое риторическое отступление. А так, счастье да любовь каждому человеку, я не против. Я против, конечно, вот этих
браков, которые туда-сюда делают, а потом выходит там моя мать, там табасаранка, или, не знаю, грубо говоря, да, или там грузинка, я себя половина чувствую, такие половины. Половина на половину не бывает. Или ты по отцовской линии, или ты по материнской линии. Так что при выборе жены или там мужа задумайтесь сами, какие могут быть от этого последствия в дальнейшем. Я не знаю, некоторые не думают просто-напросто ни над чем, молодо, зелено, и вот эти в перипетию эту сразу бросаются. А потом у нас выходит так, что вроде свой и не свой пишет книгу, а потом я или там кто-либо другой должен узнать, что вот если он был бы ценнохчий, он никогда бы о своем народе такого не написал. Так и бывает, конечно же. Я знаю. Поэтому нужно понимать, что пишет, как пишет и для чего человек это пишет. Даже в той же истории. Что мне больше всего я уважаю, ценю труды Хасана Бакаева. Я ему прямо это пишу и говорю, что вот этот материал мне очень сильно нравится, он достоверный, там, допустим. Что мне нравится? Любая статья Хасана Бакаева обязательно, как у нормального, алейкум ассалам, как у нормального историка, всегда подкреплена достойными, хорошими ссылками. Его материалы в основном 99% это материалы там или грузинских, или армянских ученых, там, или абхазских, там, турецких, немецких, без разницы. Вот это, конечно же, многих людей обескураживает. Им там не нравится это. Древняя история нашего народа, она сложна тем, что в период Урарту, хуритов, это сложный период. Алхамдулилlah, живой. Дику. И люди над этим, алейкум салам, работают и находят каждую крупицу, вы знаете, да, с советских времен мы пытаемся вот то, что утеряно, собирать понемножку, кто бы это ни делал. Благодаря сегодня грузинским ученым, профессорам, докторам исторических наук, многие материалы, конечно же, стали достоянием. Огромная им за это, конечно, благодарность, потому что и им, и даже азербайджанским ученым, которые есть, они открывают на многие вещи нам глаза. И, алхамдулилlah, несмотря что грузины христиане, там, азербайджанцы мусульмане, несмотря на то, что они с нами, в принципе, как таковой, таких больших прямо взаимоотношений экономических, финансовых нету. Несмотря на это, ученые, исследователи, историю, по крайней мере, дают возможность, чтобы мы занимались историей, и выдают информацию, которая в многих случаях у нас ее не было фактически. Вот. И многие только те общества, у которых комплекс неполноценности, он всегда ищет и там начинает. А на самом деле, этот-то историк, исследователь, оказывается, был не ваш, это был наш. Честно сказать, это так. Но благо оставлять так сказать, утешать эго неполноценных не стоит. Если это лживая информация, нужно опровергнуть, доказать и показать, что это культурное наследие нашего народа. И показать, что вот, что есть наше, что есть ваше. Нравится кому-то или не нравится, нужно четко поставить между ложью и истиной границу. Знак равенства быть не может между ними. Вот. Что хотелось еще. Давайте, Ибрахим, если есть вопросы по истории, по остальным вопросам, я не знаю, любые вопросы, которые у вас есть, задавайте.
постараемся ответить. Мало ли, я даже уже не знаю просто-напросто, что да как, чтобы вам интересно рассказать, чтобы сразу сгоряча не идти. А так, иншаллах, материалов очень много, публикаций будут, много по Зурзукам, по кестинцам, про этнонимы, будь то Нохчи, Нохчу и так далее и тому подобное. Вот. Есть вопросы, задавайте вопросы. Не нужно, я знаю, что многие сидят, особенно нарницы, сидят там под левыми никами, чтобы потом пойти что-то сказать. Если у вас хватает мужества зайти ко мне в эфир, пускай у вас хватит мужества под левыми никами или какими угодно никами задать вопрос, и вы услышите прямо ответ. Не нужно додумывать за меня, рассказывать того, что нету. А он так подумал, он так сказал. Все, что я думаю, все, что я хочу сказать, я вам говорю. И приглашаю, еще раз повторяюсь, я приглашаю каждого человека, кто достойно себя ведет, может зайти и задать мне вопрос. Никогда в жизни никаким кумыкам не принадлежал ни Гудермес, ни Шали, ни Аргун. Это сказки. То, что чеченские земли, исконно наша родина, была под шаухалами благодаря царской России, это правда. Никто этого не отрицает. Есть достаточно документов, есть челобитные. Все мы это знаем. Все знают это. Благодаря царской России, поскольку они управляли, администрация была их, я говорю исторические документы, не забывайте. Не современные. Получали наделы. Не только они получали также эти наделы получали и аварцы некоторые получали, да, сюли получали. Вот. И их челобитная тоже видна, есть эти документы, все это есть. Бяхмабил, сейчас я дальше продолжу. Да, ламада куяшу кавон. Уже цанавона кадохум дуада. Управленцами, что были, поставили, царская Россия поставила. Вот. То, что определенная часть нашей территории была и под адыгскими обществами, это тоже известно. Поэтому ни Аргун, ни Шали, ни Гудермес, ни тем более Чеченаул, даже урочище Чечантала, который любит очень сильно нарнийцы плакать и говорить, ничего не основано, ни сюли, ни гунки, ни Гайбертлай и так далее и тому подобное. Эти земли исконно нохчи земли. А то, что сюда наместники, завоеватели Кавказа ставили своих приспешников, в этом нету ничего. Они их ставили везде, начиная не только на Северном Кавказе, по всему Кавказу и Закавказье, в том числе и в Грузии. Это любой человек, который занимается геополитикой, знает это. Когда говорят, что Дагестан был под персами, многие дагестанцы сказали, да нет, мы там наказали Надир-Шаха. Речь не идет о прямом правлении, а самим там шахом, да, любым персидским шахом. Нет, речь не об этом идет. Если там есть правительство персидского, там грубо говоря, да, возьмем Дарья. Вот есть наместники Дарья на Дагестане, и они полностью ходят под протекторат персов, этого уже достаточно.
А таких наместников было везде много. Кстати, такими же наместниками были и во время имамата Шамиля, во время теократического государства имама Шамиля. Точно так же он, даже на той небольшой территории, ставил административных управленцев таким же образом. Просто нужно изучать этот вопрос, если вы не знаете. А просто болтун, который там продает, кушает семечки, да вы нам платили там дань там, мы, а другие говорят, да мы там непокорные, мы в горах были, пока вы платили. Да нет, чепуха это все. Во-первых, ты не знаешь, каким образом они стали, каким образом назначались управленцы на эти земли, какие челобитные они просили, там, прошения, да, хорошо, не челобитные, прошения, чтобы они были там управленцами, князья, шаухалы, нуцалы и так далее. Там. А что касается на Кавказе, где этого не было, везде они были, вплоть до Грузии, Осетии, само собой, в Черкесии, везде были наместники. Опять же, что касается Адыгеи, Адыгея тоже неравномерная, вы должны знать, да, я не о той Адыгее, которую я говорю, а Черкесии, которая называлась, да, русскими. Все они себя Адыге называют, Адыге. Так вот, валейкум ассалам, несмотря на это, они тоже делились. И Осетия точно так же делились. Алхамдулилlah. Если какая-то часть, небольшая часть, ладила хорошо и устанавливала свои взаимоотношения с Московской Русью, это то не обозначает, что все общества подчинялись. То же самое было и в Чечне. Если Шейх Мурза Окотский заключил договор с Московской Русью, это не обозначало, что вся Чечня, там, Дзурдзукетия, допустим, или вся Кистетия, я говорю про Чечню, Нохчичу, входила под этот указ, и они должны были его выполнять. Нет, об этом говорит не только сами российские источники, указывают в царских, у Бирже тоже. Если там, да, у Дельпоца указывается, если там какие-то 3 старейшины подписали указ о, там, допустим, подчинении, там, о том, что мирный договор с царской Россией, то другие 3 старейшины могли сказать, ну, какого черта, кто ты такой, чтобы там поставить? Ты не можешь говорить за всех. И этот договор нарушался. Конечно же, я понимаю, что некоторые считают, там, говорят, вот мы никогда не нарушали свое слово. Это дело не в том, что слово или нет. Договор, который был заключен чеченский след дахляц, башлам шухляц, матбячу из Белакиев. Заур. Во-первых, я по этому вопросу ответил в первой части. Я не знаю, что за чеченский след. Я клянусь именем Аллаха. Валлахи, биллахи, таллахи. Я не знаю никакой чеченский след. Кто админ, кто чем управляет, я не знаю. Я не знаю, кто такой Белакиев. Я не знаю, какой он нации, я не знаю. Этот баран то закидывает меня там, мои фотографии, когда я был студентом, закидывает. Там у меня много фотографий с разными певцами, зарубежными, боксерами, с председателем правительства, с президентом республики Татарстан, да, президентом республики в то время Чечня, с главой региона, с председателем правительства. У меня этого до того много, я даже это половину не публикую. Но это было когда-то по молодости. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Еще раз говорю, мне этот человек не интересен, он не моей национальности. Мне он как-то по барабану, честно сказать. Я не знаю, кто он и какой он национальности. Откуда он появился, я не знаю. Я клянусь именем, не потому, что ты это, не потому, что он сказал, я тебе говорю, я клянусь именем Всевышнего Аллаха, никакой чеченский след, другие. С тех, кого я знаю, админов, я знаю, Нохчеваст я знаю, Нохчехистори я знаю, и знаю, валикум салам, и знаю, спасибо большое, и знаю, еще знаю, Кавказмир я знаю, админа, которых я знаю в лицо и с которыми я знаком.
Амина Тисаева, Дышни Азамата, Исаева Султана, это который по истории. Юни Успанова знаю. Все. Валикум салам. Сюрдик хахил. Больше я никого, никаких ни чеченский след, никого не знаю я. Лично я не встречался с админами этих пабликов. Я и не общался. Если бы я даже знал и общался бы с ними, мне было бы вот так наплевать, что там сказал Ислам, или там Абдурахман, или там Котаб, или там Артем. Мне без разницы. Я знать не знаю этих людей. И мне чихать. Если у него хватает мужества, если он, я не знаю какой национальности, мне дела нету, опять же. Если ему что-то касается истории, пускай зайдет. Я ему покажу, кто знает историю, кто нет. А то, что он там болтун где-то в каком-то канале закинул, сказал, мне что это, его балабольство, да дела нету. Я еще раз говорю, я занимаюсь, у меня исторический паблик. Если он зайдет и захочет со мной поговорить, грубо говоря, хотя у меня нету никакого желания, поскольку он не историк, он начнет мне ныть, я это не знаю, то не знаю, мне он не интересен. Это балабол-болтун, мне он не интересен. Но обвинять, говорить, честно сказать, я даже не знаю, что такое чеченский след. Честно, вот к моему, я не знаю. Чечен Voice, если YouTube каналы говорят, Чечен Voice я знаю. Имеется в виду, не самого админа знаю, канал знаю Чечен Voice. Мне много раз скидывали ссылки, и некоторые его видео, где там никого не оскорбляют, я пару раз брал, больше я не знаю. Никого с YouTube канала я не знаю. Админов. И у меня нету YouTube канала, идиота этот. Передайте этому дебилу, что у меня нету никакого канала. А с кем мне общаться, если я захочу, я с каждым ногчи, которого мать и отец ногчи больше, ногчи бухуш, который переживает за свой народ, за свою историю, за свою родину, я буду с ними общаться. А этот, я не знаю, что он хочет, от кого он сам, пускай свою там, я не знаю, я не перехожу на личности, поверьте, мне это не надо, мне дела до него нету. Я говорю о другом. Какой след, с кем я связан, что я написал, кому я сказал. Каждый человек, который пришел ко мне в эфир, с которым я общался, он мне дорог. Если у него хватает мужества прийти, задать вопрос, получить ответ, баркал ДРСХ, все, брат, все, разошлись. Какая проблема? Утверждать, вот он его поддерживает, он его на свой канал пригласил. По вашему доносительству, нарнийскому доносительству, ко мне приходили еще лет там 4-5, валейкум салам, Мансур, приходили в эфир и намного выше люди. По вашему доносительству, не по моему, не по... Пришел, спросил, когда я ответил, что мы ведем исторический паблик, что мы опровергаем ложь. Все, ассаламу алейкум, разошлись. Больше никаких проблем не было. И я думаю, мне, по крайней мере, скидывали ролик, где Артем сказал, что до него довели какое-то... обманули, закинули. Он тоже не в курсах был, но ввели в заблуждение. Пытались трофеить, и все. Харцлюш был ингушиш защищать бяшу из Харцлюш был ингушский блогерш цабют нохчеш муат бяцу. Нохчешен муат бяцу, ша нохче водстер. Кайудиду. Дала и муат бяч мяло, че не муат баклуэл хойзендер. Аллах дала эт бяч был муат ба'ня шей жуж гадец эрчахули хуш. И милла вала ахсун бияват. Но опять же, прошу не путать. На моем паблике 12 тысяч постов.
можете посмотреть. Уалейкум салам, Бекхан. Хундац, тавар, шудал, духуахуал. На моем канале 12 тысяч постов. У меня аккаунт с 2013 года. Зайдите, посмотрите, если вы увидите хоть один пост, видео, стрим, где я оскорбляю, как утверждают, Таиб, Шахар, Тухум, народ, этнос, любой национальности, скажите мне, и я обещаю, что именем Всевышнего Аллаха, что я удалю, если у меня есть. Я никогда никого не оскорблял, ни народы, ни тейпы, ни общество, никого. Всегда по книгам опровержение, по картам опровержение, по документам опровержение, все. Если вы занимаетесь ложью и клеветой, то это ваши проблемы в первую очередь. А во-вторых, вы не занимаетесь тем, что останавливаете людей, которые занимаются ложью, а пытаетесь обвинить меня, оскорбить меня или что-либо, или мою внешность, только для того, чтобы не своих останавливайте, а меня, потому что я опровергаю эту ложь. Я не знаю, еще раз повторюсь, мне без разницы, кто бы ни был. Но я не знаком, лично я не знаком и не общался. Мне никакой чеченский след, чеченский взгляд, новости, нох чучуе, вести, нох чучуе. Ни один человек мне не писал и ничего не говорил. Раиса Садаева, Нашхо Хизар, Дышни Азамат, Амин Тисаев, там и другие ребята, которые занимаются историей, вот они мне интересны. А если у вас вы какие-то паблики оскорбляющие, но то нужно было вам начинать. Если в данной ситуации это пишет там, допустим, ингуш, пускай занимается ингушскими пабликами. Найдет вот эти Галга и другие каналы, которые занимаются оскорблением чеченского народа. Да? Которых немало. Я буду заниматься, если мне это надо и мне интересно, это буду искать чеченские паблики. Если вы уберете своих, уйдут оттуда. Еще Эйл Болшварк, ингуш, который всегда в моих эфирах был, да, с Ростова он был, то ли. Вначале очень сильно адекватный был, то в конце он начал чуть-чуть свою тему гнуть, и потом пропал. Но всегда был в моем эфире. Разве кто-нибудь, хоть раз, никто никогда этого не говорил. Выслушивали его мнение, выслушивали мое мнение. Все, и люди видели, кто прав, кто нет. Ну разве можно его упрекнуть, что он после этого он работает на правительство КГБ, ФСБ, МШГБ, ДГБ, ЦРУ, Моссад, Ми-16 и так далее, там, не знаю. Нет. А кто такой ислам или кто-либо другой, чтобы мне говорить, он общается с европейскими нохчи? Я общаюсь со своим народом. Европейские нохчи это мой народ. Не твой, это мой народ. Которому я не желаю вреда, которому я закидываю, говорю, я горжусь вот их спортивными достижениями. Если драка, валикум ассалам казбек, если драка, если что-то, третье, десятое, европейские нохчи активно со мной общаются. И они не лезут в политику, они изучают историю. А если их даже обманули, я им открываю глаза, говорю, вот правда. Хотите, по европейским источникам могу вам доказать это. Не любите русских. Не любите, там, допустим, грузин. На армянских, на грузинских, на русских, на, там, не знаю, немецких, французских. Материалов достаточно. Вот и все. Просто некоторые ишаки, которые не могут ничего сделать, написать, или внимания не хватает, не знаю, может комплекс какой-то неполноценности, пытаются, вот остановите своего башлама, остановите своего этого. Зачем меня? Бяхму Билыш.
Никому никто не запрещает. Любой человек, Европе ночи была, Иордания ночи была, Турция ночи была. Если вы хотите задать вопрос по истории, про тейпы, про культуру, про географию, земельные вопросы, вы можете зайти, спросить. Если ты адыг, о наших взаимоотношениях, где адыги были, кто там, какое взаимоотношения были, ему отвечу. Сюли зайдет, Сюли отвечу. Осетин зайдет, Осетину отвечу. Ингуш зайдет, Ингушу отвечу. Без разницы. Зайдите, задайте вопрос. Зачем, говорит, вот он, я что, какой-то масонский орден. Да и зачем мне было это все делать, чтобы там светиться или не светиться, я не могу не понять. Поэтому любой желающий и ко внешности будут прикапываться, и ко всему остальному. А что касается для меня, в Европе ногчи, в Казахстане ногчи, он ногчи. Его историческая родина — это Нохчичу. Понимаете? Он сюда приедет. Возможно, он мой родственник, может быть, это мой однотейповец. Может, это мой односельчанин. Может, мы встретимся. Может, мы вместе что-нибудь придумаем полезное для моего народа. Но если ты не моего народа, то зачем, какое твое дело говорить, вот он договорился, с кем договорился, не договорился. Это мое личное дело. С кем хочу, с тем общаюсь. Лично Машам я был в Европе. Все 350 или 500 тысяч Шам я был ночи подписан в Лирсун, да, висит. Всем бы была бы интересна наша история, наши традиции, адаты, культура. Я бы самым счастливым был. Не ты, там, тот, кто там, нарнийский, там, утырок. Башлам 3.9, ты говоришь просто историю. Чьими источниками ты говоришь про историю? Чьими источниками пользуешься? Так, кого тебе перечислить? Гумба, Бакаев, Берже, Броневский. Кого бы тебе еще перейти? Нуноев, Гапуров. Блин, сколько тебе их назвать? Кого тебе назвать? Я не знаю, источников очень много. Очень много. Умхаев, непосредственно с очевидцами, грузинскими учеными, Бурс Буарз. Я не знаю, сколько тебе перечислить и кого тебе перечислить, я просто-напросто не знаю. Их очень много. Я допустим, Гольштейн, допустим, вот смотри. Вот Берже. Вот книга Берже, тут все, что написано о чеченцах, Чечня и чеченцы. Вот книга Чечня и чеченцы. Я зачитываю материалы оттуда, допустим, чтобы не брать только от него. Смотри. Чтобы было понятно. Видишь книги? Вот. Джамирзаев, Броневский, Умхаев, Маргашвили. Да? Чтобы было понятно. Лам Айбол Шейлард Хавай Вашут, он мне очень хорошо помог старенькими советскими книгами. Допустим, смотри. Есть книга 1911 года. Кстати, есть книги у меня многие, которые написаны еще старорусским языком. Есть некий Ткачев, который, я так понимаю, был терским казаком, который не сильно любил чеченцев вообще. Не только чеченцев, и ингушей тоже. Ну, вообще труды терского общества любителей казачьей старины, Ткачев, его материалы. Допустим, когда взяли, есть хорошие материалы, Кавказ, Чечня, там, допустим, материалы Бруно Плечки и иностранных. Под научный сотрудник есть такой
Мурдалов Муслим. Он берет там много иностранных книг, конечно. Есть здесь минусы, есть здесь плюсы, и все же использую его. Самая сильная, самая мощная книга Хасана Бакаева «Чечня и чеченцы». Великолепная работа. Перечитываю снова и снова, использую везде. Самый такой четкий, мощный материал, который мне нравится. Книга, которую мне прислал мой подписчик, брат Айсан из Москвы, Айса Давдухуахуа. Хоть и старая, она очень такая убитая, хоть книга, видите, да, «Башни в горах». В основном здесь очень сильно любит Сюлио, но, несмотря на это, там есть материалы полезные. Книга Джамирзаева, книга очень сильная и очень хорошая для нашего народа, еще полностью. Многие ночи не осознают, насколько это важно, и все же есть такой абхазский исследователь, ученый Гурам Гумба, вот такая книга, сильнейшая книга Нахчи «Вопросы этнокультурной истории. Первое тысячелетие до нашей эры». Это Абхазская академия наук, научный редактор, доктор исторических наук, профессор Академии Абхазской Академии наук, это Ачугба, рецензенты, доктор исторических наук, профессор академик Академии наук Чеченской Республики Яуз Ахмадов, кандидат исторических наук ИИ Цвинария, вот, и само собой, как я и перечислил, здесь очень тот, кто интересуется материалами Леонтия Мравели, ну, допустим, вкратце, чтобы зайти сразу, вот выйду, чтобы было понятно. Кавказиане, Леонтия Мравели. Важные сведения о нахчийских племенах содержатся в сочинении древнегрузинского историка XI века Леонтия Мравели «Жизнь картлейских царей, первоначальных отцов и предков», с которого начинаются все известные списки раннего цикла грузинского летописного свода «Картлис Ховреба». Отношение к информации, представленной Леонтием Мравелем в научной литературе, неоднозначно и варьируется от абсолютного отрицания ее ценности до полного ее принятия. Однако, благодаря источниковедческим исследованиям, проведенным Каухчишвили, Кекелидзе, Меликашвили, Адроникашвили, Анчибадзе, Ковалевский, Дидабулидзе, Виноградовым, Г.В. Цулуя. Убедительно доказана научная ценность проведенной в труде Леонтия Мравеля фактов, касающихся древней истории грузинского народа, ряда других народов Кавказа. Ну и, безусловно, он там рассказывает, ну, допустим, в кавказоведческой науке общепринято и то, что у Леонтия Мравели все эпонимы обозначают не мифические, а реальные исторические существующие этносы, и среди них эпоним Кавказас, а также этнонимы Кавкасиане и Дзурдзуки, обозначающиеся нахчийские племена, чтобы было понятно. Ну и так далее и тому подобное. Великолепная книга. Я не рекламирую книги, но я хочу сказать, что вот такие книги, которые людям бы стоило бы читать, вот они, я не знаю, кого тебе еще называть, очень много книг. Всех не перечислишь, по мере возможности, конечно же. Материалы этих книг можно говорить и не одну передачу. Хохарц люшу, хохарц Хохарц люшу, харцаюц ас. Я правду говорю, собак люшу. Говорит кто-то, я не понял. А она... Хохарц. Ажал Дзурдзук Алязинагуй, Хая, то, что ты пишешь, Цажим, то, что ты пишешь, контролируй. Я не знаю, кто ты, но не надо писать здесь такие слова. Пиши культурно. Но не пиши такие вещи. Кто бы это ни был, писать какие-то экскременты здесь в канале, но у меня на канале не стоит. И задонатил
поддержку нашего канала один брат, я, честно сказать, не знаю кто, имя не высветилось, но не знаю, кто бы это ни был, огромная благодарность ему за поддержку нашего канала. Ваша поддержка помогает нашему каналу и для его развития. Материалов очень много, великолепный материал. И книга, которой я в последнее время пользуюсь, очень мне нравится. Книга, вне всякое сомнение, под патронажем Академии наук Грузии, Института истории и этнографии имени Иване Джавахашвили, Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии. Джамирзаев Салман Мирзакаевич, который тоже написал книгу. Это хорошая книга, это добротная книга. Просто супер. Древняя история чеченцев Нохчи, древняя история нохчийских племен, 3-1 тысячелетие до нашей эры. А особенно, что мне нравится и почему я ее считаю ценным и важным источником. Дело в том, что рецензенты этой книги, люди, которые дали добро напечатать эту книгу, одни из самых сильнейших докторов исторических наук, филологических наук, доктор исторических наук, член корреспонденции Эра Тюнов, Чирилашвили, Гасвиани, Прицелаури, Георгадзе, Миликашвили, Терпетросян и С. Чешко, не считая самого Джамирзаева. То есть материалы просто великолепные, то есть они стали рецензентами на эту монографию, а здесь вот источники, которые вы знаете, я уже перечислял, рассказывал вам, что там написано. Очень много интересного и полезного. Ладно, задавайте вопросы, если есть. Аида Малихнова. Вот. Кто там еще? Меня видно, слышно в эфире? Дайте знать. Сохай Шуй. Дальше. Чем помог Хонхил Аллахрез? Чеченец, это ты задонатил? Да, Духуахуа, Дерез Хил. Чеченец К, 3 МЦ. Дерез Хил, братан. Кто бы ни был, кто помогает, поддерживает, это очень-очень хорошо отражается на нашей работе. Конечно, и бывает чаще возможность уходить в эфиры и делать очень много полезного для развития нашего. Зевс Грегор, ассаламу алейкум, алейкум салам, маршал дума сәрге делсам, бедала, беркати бол башлам, дересхил Зевс Грегор. Массарна. Если у вас есть вопросы, интересующие вас, не нужно переживать, не нужно чего-то бояться или что-то там. Я не медийная личность. Хотите на родном языке, хотите на русском языке. Просто отправьте запрос, задайте его, и никаких проблем нету. Мы делали прямые эфиры и в телеграм-канале, там чат-бот, как он называется, да, когда голосовые отправляют. Мы делаем, прямая трансляция у нас идет на ютубе, на фейсбуке, на инстаграм. Никаких проблем нету. Если в инстаграм нажимаете видеокамеру с плюсиком, отправляете запрос, задаете видео вопрос и получаете ответ. Если вам, конечно, интересно. Что касается там других вопросов. Заур, ваша ахамаязе не хаздот, что дышишь маязе, сажим вяздоцш мадиц, вяздоц камял мади. Я хочу сказать, что я лично не знаю, кто он, какой он национальности, я не знаю. Я сказал, что не знаю. И он не знает, и кто там с ним связан. Любой человек, который меня в чем-либо обвиняет, говорит, что я там работаю, пускай назовет хоть одного человека, которого я каким-то образом что-либо плохое сделал своему народу. Что-либо. Я никогда не делал. Да, я делал многие вещи, которые я считаю правильными для своего народа. Я занимался правозащитой, я занимался НКО, делал субботники, мероприятия, я показывал десяткам тысяч
других субъектов Российской Федерации, что мой народ и наша молодежь самая красивая, самая лучшая, умная, достойная. И если собрать нужным образом команду, нужно и можно быть всегда на первом месте. Мое стремление, и там, где я есть и со своими ребятами, мы всегда были лучшими и на первом месте. Что касается то, что они выросли, стали заниматься там какими-то политические партии, начали там, стали крупными шишками и так далее и тому подобное, это не от меня зависит. Это зависит, ризк дает Всевышний Аллах. Каждый выбирает путь. Мое дело, по мере своих возможностей, помогать и не допустить того, чтобы мой народ, чтобы представители моего народа, будь в Европе, в Германии, в Грузии, где бы он ни был, я пытаюсь его уберечь и приумножить. И чтобы у них была родина прекрасная, красивая, чтобы они развивали, чтобы наша молодежь была лучше всех, ну и так далее и тому подобное. Я не говорю, что я не желаю этого другим нашим соседям. Да пускай у вас будут там золотые горы и золотые города. Нету никаких проблем тому, чтобы вы, как говорится, чтобы у вас это было. Я не против. Я только говорю в основном за своих, за свой народ и за свою молодежь и за свою родину. А что касается остальным, я отвечаю на их негативный посыл в наш адрес, адрес нашего народа. Не больше и не меньше. А остальном занимайтесь чем хотите, это не мое дело. Вот. Да, у меня есть крайне негативное отношение к некоторым моментам, культурным моментам, так сказать, да, женитьба и так далее и тому подобное, да, и как воспитывать детей, какие традиции, какой язык и так далее. Я говорю на русском языке не потому, что я не знаю свой родной. Валлахиха, нохчуму атхаха, дукадол, мет гозалш эдуэ, ища йошу, оушвайга йошу, аухой махкавале, ядо пянки завеш вале, ويا معتقيش بوبيش دو يقلنج أرج ديالكت إيلا حق وين يخوش دو وين ديتل دو اتستجي تاني يحقش ويسكل مول وتوصن دا وي تخا العودل دات إي وي تع وينين المعتقبل نخش معتقبل إبانك زي عولاعي أردو محكا عولاعي خونكر محكا عولاعي إنجلس محكا عولاعي فيتي شو تاق وي مرغل يتسخوشي وين يوقع يول يقمتك شتايوشي يشي قامت ديش موات بيش تحاوات اما هاي بيت وولول شاقون حيو تعتيون ليش نشاش لقرخي شاقان شي موتا بيوش حاقل بالتباتا وين خائي شادق وين امودة ديزي خائي حقية شارن يحيش بو يحيوتش بو تسانا جيتا وين خائي ويليلو ديزي كل يلدو خائي ترحمة ويا قحويكشتو نين المتح مرغل دي الدحور دو الورسو كيرين دينا اما تسعتساني سلوش احتونش سخولشا دير كرادوش هذا الرزق دانو ما ديكني خردو كيرين دي ويا نوخشي متح مرغل دحوش دي خردو بيرسكين دي ناحي واشوت دي ناحي ويا غاسك متح دحور دو الاشت Уалюкой. А так, в остальном, на родном, какой бы то ни был язык, русский язык, родной язык, никаких проблем с этим нет. Изучать, знать. Неправда то, что я там конкретно упреки, то, что вы сейчас пишете, почему только нету никаких претензий никаким ингушам и никому-либо. Вообще нету претензий. Могу пояснить. Ко мне поступает материал. Есть за вранье про чеченского народа Усама Золтана лживых разоблачать бы без харслюш было галай разоблачать бы без башлам хабак люшук варкалахумба дересхил. У меня, так назовем, да, есть шкала мониторинга. В директ приходит, допустим, ко мне приходит 100
150 сообщений. Минимум. Это за 2-3 дня прибегает. Столько людей пишут. Очень много пишут. Вот это рассмотри, вот эту карту посмотри, вот этот материал. Вот здесь говорят, вот здесь кривишь, вот здесь под этими постами говорят это. И если по этой шкале мониторинга, там, допустим, выпадает один и тот же вопрос, там, допустим, до 10 раз, может 7, может 8, может 6, я этот вопрос беру на заметку, разоблачаю его или опровергаю. Вот как я делаю выборку, так сказать. Понимаете? И если на первых строках, допустим, были бы, там, допустим, о чеченцах говорят, там, карачаевцы, если было бы, не было никакой разницы, ну и приблизительно. Я не говорю, что карачаевцы, братья, там, плохие, нет, не подумайте. Или пускай это будут балкарцы, пускай это будут кабардинцы, разницы нету. Кто бы ни был, если превышает и говорят вот эти, вот здесь про чеченцев говорят именно вот эта национальность, или сюли, о нас, о нашей истории, я бы их разоблачал. Понимаете? И я и разоблачаю, сюлю закидываю, я очень часто вы видели, когда они там рассказывают о своем великом государстве. Скоро тоже еще готовлю материал про сказочника Хапиза Вори, там у них один сказочник сюли, который там нарисовал там карту, что это был великий Аваристан. Я не против Аваристана, пускай будет Аваристан, но в пределах своего, там, я не знаю, Цумадинского района, Хунзакского района, в пределах этого там, нарисовал это там Чечню и половина Кабарды и так далее и тому подобное. Ну да ладно. И вот по этому мониторингу выходит так, что больше всего клевещет на новчий народ, допустим, вот эти паблики, вот эти норнийцы. Без разницы, какой национальности. Норнийцы — это люди, которые рассказывают сказки и клевещут на наш народ. И я тогда уже отвечаю. Почему-то многие мне говорят, а почему ты им... Если у вас есть материалы, что этим периодически всегда занимается, клевещет на наш народ, там, допустим, этот человек, не ваша национальность. Галгасский вала, и Мыжги вала, и Гюрджи вала, без разницы. Допустим, как злого изюму нашли. Мы же нашли его не за ингуша, а за то, что он клеветал и рассказывал сказки, несуществующие о чеченском народе. Понимаете? Вот таким образом. Если бы я сидел бы целенаправленно, отвечал бы только этим, разницы никакой нету. Еще раз повторюсь. Обвиняют меня в национализме за то, что я зачитываю и говорю ответы от, допустим, царской России, от русских источников. То есть они не жалуются на русские источники, они не жалуются на Академию наук России или Российской Федерации, они не жалуются в Министерство там, науки. Никто ни слова не говорит русским, татарам, без разницы, или кому-либо. А мне, зачитывающую эту книгу, предъявляют и вешают ярлык националиста. Ну какой националист, допустим, если я там нацик, я там буду там носить там адыгскую флаг, там, мне нравится, там, я уважаю братьев адыгов. Или немецкий флаг, вот у меня Ибраим, брат, прислал с Германии, да. Я люблю немецкие машины, мне нравится немецкий футбол. Чемпионат мира, когда был, там я там болел за Германию, да, проиграла она, не проиграла, без разницы. Ну, примерно я говорю. Ну, то кто? Я бы болел, может быть, только за своих, если бы мы там были в мировом футболе. А так у меня нет вот этого понятия, что вот только. Вы же сами, чем вы отличаетесь от меня? Мне нравятся очень японские технологии. Что? Я же не отказываюсь от них. Я не настолько же больной там. Немецкие машины, потому что они великолепные, самые лучшие в мире. Ну, не знаю, для многих японские лучше, для меня лучше немца нету никого. Машину я имею в виду немецкую. Хотя я сам аж пешком. Но вещи, наверное, в основном мне нравятся, честно сказать, ну, спортивные, я не знаю, итальянские, ну, классические там пиджаки, рубашки, итальянские, французские мне нравятся. Что здесь плохого в этом? Нет ничего такого. Поэтому обвинять в национализме, в нацизме кого-то, тот, кто
любит свой народ и свою историю, я не вижу в этом ничего правильного, там, не знаю, каждый выбирает. А так в истории, конечно, возможно ошибаться. Ну, я же вам засчитывал, чтобы не повторяться. Маруашвили, да, его, он по работе в Ахуште Багратионе говорит, рассказывает, любимый там, многих нарнийцев за то, что он там указал Чечане внизу, любимый историк некоторых нарнийцев, они начинают там его выкладывать. Но сверху читают в Ахуште Багратионе, а снизу не читают. Кстати, слова в Ахуште Багратионе, которые были написаны, которые я вам говорил, да, которые нелицеприятные. Из-за этого я просил и говорил, что не нужно сильно там благодарить его или там гордиться тем, что он пишет. Кстати, точно такие же слова пишет Гербер. Можете найти, мне его скидывали ссылку. Я думаю, и Бакар знает об этом, и многие знают о том, что Гербер писал то же самое, что и писал в Ахуште Багратионе. Кстати, Гербер был раньше, чем в Ахуште Багратионе. Здесь, на Кавказе, имеется в виду, описал эти моменты. Свобода, равенство и справедливость, пишет. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Патриот своей нации и народа. Ва алейкум салам. Пытаюсь, по крайней мере, быть. Вот, поэтому у меня, честно скажу, самые сильные, самые поддержку больше всего. Может, я впервые скажу это в эфире, которые оказывают, смотрят меня, слушают нашу историю, понимают, какие проблемы и по границе, и по землям. Это в основном ногчи из Европы. Во всем меня поддерживают. Я вам скажу честно. И донатили они в основном больше всего, ну, до того, когда был еще PayPal, можно было там отправить. И поддерживают меня, я вам скажу честно, в основном. Наши дома, которые и... Нет, я не говорю, что их мало. Есть. Они есть, конечно, но там ручкой, там книжкой, чем угодно, как можно отправить, что тебе там. Вот настолько активные наши братья. И это очень радует. Это очень радует. Объясню вам, почему. Несмотря на то, что они живут за несколько тысяч километров от своей исторической родины, от земель своих предков, они смотрят, они слушают, они болеют за свой народ, за свою историю, за свою географию, за свои горы, башни, села родовые. И если они пытаются что-то изменить в лучшую сторону, я знаю, что ногчи из Европы очень сильно и скучают, и тоскуют по своей родине, и они не потеряны. Такие ногчи, которые живут за границей, которые смотрят и передают знания, они даже больше любят свою родину и свою историю, нежели чем те, которые в шаговой доступности и лишний раз не нажмут кнопку и не зайдут к нам в эфир и не будут там для них. Я не знаю. Я не говорю, что эти хуже, эти лучше. Нет, не в этом дело, не подумайте. Но скажу честно, очень сильно переживают, болеют, любят свой народ, свою историю. Молодые люди, которые в Инстаграме, которые за пределами. Будь то за пределами, не забывайте, не только за границей, но и за пределами Чечни. Очень смотрят, наблюдают, я это знаю по себе. Особенно европейские ногчи, которым за 40-50 лет, которых я встретил, потом они приезжали, они разговаривали, общались со мной. Я не знал, что настолько сильно смотрят наши эфиры и слушают это. Конечно же, и переживают очень сильно за свой народ. И не нужно говорить, что они там относятся, там, нету дела, это неправда. Уехали, забыли про родину, это неправда. В основном очень сильно, активно слушают, читают. Поймите меня правильно, я не говорю о финансовой поддержке, не подумайте, нет. Финансово там, что они финансами из Европы мне помогают, это нет, конечно. И Ибраим прекрасно это знает, вы можете посмотреть за статистику за год, там, если даже посмотреть, сколько кто там задонатил,
была очень активная одна наша сестра, но она, к сожалению, пропала. Единственная, которая задонатила, наверное, самый большой донейшн, она 2 дня подряд задонатила. Была. Ну да ладно, сейчас не об этом. А так, имеется в чем активностью, посещаемостью смотрят, пишут комментарии, книги, глобус, там ручки элементарно. Я там сказал, что мне нужна подставка сломалась, что-то. Подставка, не подставка. То есть это, как вам сказать, у меня есть человек, грубо говоря, да, я ему могу, он живет в Европе, он ночью, исконно чистой ночью, отправить ему любую карту, сказать, ты можешь ее почистить, что-то мутное или замазать, убрать, имеется в виду. Есть карты, которые нечеткие, то есть пиксели, не пиксели, но он в этой теме разбирается. Вот она оригинал, не переделывать оригинал, а очистить. Этот человек день-два потеряет, сделает все и для нашей работы Есть другой подписчик, который в день присылает мне, в день на WhatsApp присылает мне минимум 100 ссылок, сообщений, скринов. Просто-напросто мой телефон просто умирает только от его сообщений. Минимально 100 сообщений. Вот есть такой брат, который... И он, чтобы вы знали, старше меня и старше многих наших. Лет ему 40 или 50, кажется. Вот, под 50. Настолько активный. И задонатил кто-то. Тимур задонатил. Тимур дал духуахуал. Дерес хидал си дуэла. Болдисник дал беркет дуэл. За поддержку нашего канала. Паркел дал духуахуал. То есть тут материалы, тут с картой, тут с книгами. Это говорит о том, что костяк, про Ибрахима я вообще молчу, это наше золото, так сказать, Очхой Мартановский, Буарзюйма. Они, конечно, костяк наш. И благодаря нашей совместной работе получаются многие вещи. А проекты у нас очень крутые еще впереди. Да, Аллаха, не теряйтесь. Особенно единственное, что я прошу у вас, что бы ни было, максимально подписывайтесь, максимально приведите к нам побольше наших подписчиков с Европы, с России. Всем делитесь, говорите, подписаться, что он интересно. Что ж, Аллах, клянусь Аллахом, я бы многие вещи вам рассказал. Ва алейкум ассалам нашим братьям-адыгам. Дай Аллах вам здоровья всем. Адыгов. Я знаю, что всех черкесов зовут Адыге, поэтому я буду вас называть вашим именем, тем, который у вас есть. Нас тоже чеченцы зовут, но мы не чеченцы, мы нохчи. Хотя правильно будет говорить мы нохчи, а чеченцы это бренд, который, к сожалению, на нас повесили, как на вас повесили бренд черкес. Но все же, я не придираюсь к вашим словам. Беслангуров, дай Аллах вам здоровья всем, удачи. Да, подписчиков единственное, это наша цель собрать максимальное количество людей, максимально. Если чем больше будет наших подписчиков, тем больше мы будем знать реальную историю. У нас не будут эти так называемые адвокаты, которые говорят, алуаншся, но мамадати, вей вежри бусул мобей, вей вежри мобей, шош мобей, ваш мобей. Вот не надо такие вещи делать. Никто
Ни ваши, ни наши предки, ни мои, ни ваши предки, никто не разбазаривал ни куска своей земли. Больше всего кровные мести и проблемы между тейпами даже, которые были, между тейпами даже, которые у нас были, после уже того, как, после нашествия Тамерлана, когда новый народ начал размножаться в горах, был именно из-за земель, чтобы вы знали. И никто не вправе раздавать ни один миллиметр, дециметр, не знаю, там, я про сантиметр молчу, отдавать ничего нашего, ни землю, ни родину, ни историю, ни фольклор, ни язык, ничего. Никто не имеет права. Эти адвокаты, которые всегда сидят, называют себя там, вот мы такие, а есть у них нацики. Где? Покажите мне чеченских нациков, например. Вот я реально хочу увидеть чеченских нациков. Наверное, больше всех с ним знаком с ними был бы я, если таковые были бы. Но где они? Покажите мне. Где есть чеченские нацики? И что есть чеченский нацизм или национализм? Я хочу увидеть, если у вас есть хоть одно подтверждение, войнахиты, чекиндезы, нарницы, вот то, что вы называете нациками, националистами, назовите их. Кто это, где они в Чечне, где они собираются, назовите что-либо такое. Я еще раз вам говорю, там, где можно их увидеть, реальную фамилию, имя, отчество узнать, покажите их. Почему вы их якобы знаете, да, в кавычках, а живущие мы здесь их не видим? Я просто-напросто вижу свой народ, они настолько миролюбивые, настолько добродушные ко всем. Ну, я бы хотел бы познакомиться с этими нациками, которые вы говорите, реальные нацики, которые, я вот, клянусь Аллахом, серьезно вам говорю, если у вас есть такие там чеченские нацисты, да, националисты, нацики, покажите, где они, где? Я сам ищу их, если они есть, покажите мне. Без разницы, в Европе они, в Чечне они, в Турции, в Иордании, в Сирии, где бы они ни были, вот реальные люди, которые называют себя чеченскими нациками, покажите мне их. Где они? Вы не можете показать. Вы точно так же не можете показать ни одного чеченского писателя, который бы оскорблял, имеется в виду, сел бы и целенаправленно от себя писал и оскорблял соседние народы. Вот это мне. К сожалению, Аль-Хафс, у нас была своя письменность, но мы ее утеряли. Язык сохранили, устно передавая его, то есть из уста в уста. А вот непосредственно письменность мы утеряли. Вот разные, я видел где-то 4 или 5 разных непосредственно но ни один из них не подтвердился. Одна была грузинская, другая была греческая, арабская связь. Мы использовали все, что мы используем, я тебе говорю, греческая, греческая, грузинская, армянская, арабская, латинская, тюркская. И последнее, которое мы начали использовать как язык и использовать письменность, как имеется в виду, как письменность использовать, мы начали русский язык. Последний. Это, кажется, после первой половины 20 века. Еще в 1926 году есть книги, которые выходили на чеченском языке. Там калякают, малякают. Покажите хоть одного чеченского
историка, который клеветал, оскорблял. Я спрашивал это самых сильнейших блогеров, и нарнийских, и не нарнийских, у Сюли спрашивал, у Галга спрашивал, у Осетин спрашивал. Никто ничего не может. Единственное, больше всего вредного для нашего народа, для нашей истории написали сами же чеченцы. К сожалению. Сами же. Вот это самое обидное. Больше всего навредили чеченцам только сами чеченцы. Опять же, или же, я не хочу использовать это слово, или же пришлые, или же метисы. Это не нацизм и не национализм. Еще раз хочу понять. Это научные. И метиз, и пришлые имеется в виду переселившиеся сюда, не являющиеся нашей национальности, или они написали, которые получили протекторат, патронаж от чеченского тейпа, но написали о нас такое. Хотя на самом деле они записали все, не имея об этом подтверждения. Все осетинские источники, дагестанские источники, Галга источники, упрекающие нас, вот вы были такие-то, вы были сякие, вот этот материал, который передали именно вот эти вот горе-исследователи. Они не ученые, горе-исследователи, но они передали. И это подхватили, и это начали везде транслировать. Ногчи получили вот это вот ермо, которых нас там, их небольшие вот эти пятнышки, которые написали. Вы знаете это, те, кто у меня подписчик с самого начала, вы знаете, о ком я говорю. Есть ли в современной истории? Да, есть. Есть журналюги, извините, журналистов я уважаю, а люди, которые рассказывают то, что не было, я их называю журналюгами. Есть журналюги, которые клеветали свой народ собственный. Я не знаю. Хотя, в принципе, они говорят, что они чистые ногчи, но я не знаю, как можно свой народ так ненавидеть, чтобы такое говорить. В нашем народе, как и в любом другом народе, есть и плохие, и хорошие. Они не говорят конкретно про этих людей, но они пишут, указывая чуть ли на всю нацию. Есть историшки такие, в кавычках, которые пачкают, оскорбляют наш народ своими писульками. И это на долгое время, опять же, вот этих маленьких пятнышек на нашей истории, вот если было 2-3, современные или 20 века уже оставляют 3, 4, 5. И это большая проблема. Как можно это исправить? Ибраим Ауховский волк, Ибраим задонатил, Ибраим дал дуку ахуал, дал сейдуайл. Ауховские волки поддерживают. Тоже время от времени. 2 брата, по крайней мере, с Ауха, которые всегда, если зайдут, пытаются хоть немножко поддержать. Башлам, ассаламу алейкум. Стоит ли нам изучать нашу историю дедов до принятия ислама? Конечно, стоит. Не то, что стоит. Это нужно изучать. Это важно изучать. Поясню. Если ты говоришь о временах джахилии, историю времен джахилии нужно знать. Почему? Объясню. До того, как мы стали джахилями, идет тоже история. Нух, алейхиссалам, не был джахилем. Он был пророком пророком Всевышнего Аллаха. Так? И он был единобожником. Мы, Нохчи, считаем себя прямыми потомками его. То есть от его сына Иафета, от его там внука Кавказаса, от его там и так далее и тому подобное. Да? Тот, кто знает историю, потом. Нужно ли нам знать вот эту цепочку? Конечно, нужно. Конечно, нужно. Нужно. Я вот сейчас прямо говорю, почему мы считаем себя потомками Ноха, алейхиссалам. Да, считаем. И да, я считаю это абсолютно верно. То, что вы пытаетесь этимологию слова нохчи сказать, нахчи точнее, если правильно говорить. Нах это люди, а чи это местность, люди этой местности. Пожалуйста, это ваша версия, но не забывайте,
местность, которая называется Нахичевань, или к которому подводит все пути, которые мы видим, говорит обратно. И грузинские ученые, тот, кто написал об этом, и ранее написал об этом, нам говорят наши корни оттуда. Принимаете вы это, не принимаете, это ваше личное дело. Но мы идем на правильном пути, и Хасан Бакаев мы работаем. Поэтому изучать доисламскую историю Нохчи народа не то, что нужно, правильно ли, это важно, поскольку, объясню, никто, ни один фактически, как таковой, народ Северного Кавказа, Центрального Кавказа, Северного Кавказа, да в принципе можно сказать и всего Кавказа, С не возвращением. может рассказать вам всю цепочку своей древней истории, хотя они не являются мусульманами. То есть есть догадки, есть цари, вот как, что при них было. Но сказать однозначно, достоверно, на вот 100% не может ни один. Ни один. Историю наших дедов до принятия ислама стоит, я сказал, может я неправильно озвучил, прошу. Встречаю многих людей, кто смотрит через призму ислама и не считает наших дедов чеченцами. Но это ошибочно. Это наши деды. Это, знаете, может, ты передай ПД Ренджмар, ты передай этим людям, пускай придут ко мне в эфир и докажут это. И если они смогут переубедить, я не против ислама. Если они смогут переубедить меня, тогда посмотрим. Это раз. Во-вторых, ты им скажи одно. Может ли дерево расти без корней? Просто передай это. Нет. И знать свои корни нужно. Ошибки свои признавать нужно. Башлам, как ты относишься к тому, что кто-то из Гала признает себя чеченцем и называет себя этим абсолютно и полностью, не бегая туда-сюда, как это делают многие, а в самом деле считают? Либерти, я считаю этих людей достойными представителями нашего народа, единого народа. Это мое мнение. И он, я скажу, в судный день ничего не потеряет и ничего с него, спроса с него не будет. Вот так я считаю. Вот это мое мнение. Потому что он будет прав. Дальше 17 века, 16-17 века, там один народ. А как он назывался и кем он был, тут уже начинается спор о другом. Никто не может. Поэтому нужно думать об этом. И моя сестра наша сестра Таиса задонатила с возвращением Таиса. Таис, да, Дукяхвел, да, Сидуэл, наша чеченская волчица Таиса всегда поддерживает наш канал по мере своей возможности и помогает нам. Кстати, как раз таки эта волчица живет за пределами нашей Родины. И она с первых дней пытается всем помочь. Еще была Ибрагим, как Мотя же нас, да? Мотя потерялся. Мотя тоже всегда поддерживала, модератором писала. Ну, в любом случае, Таис, да, Лукаяхал, да, Ирес Хейлом за то, что поддержала наш канал. Как ты знаешь, мы не богаты, суммы у нас небольшие, но это очень важно для поддержки нашего канала. А что касается этих галак, которые себя считают Нохчи, я скажу, они на 100% правы. И плюс, я же сказал, Нохчи Чуа есть тейп гала, который является частью Нохчи народа. Даргеш Дуэлцун,
И одной из них была Садевич Зуд. Далдей Алёвы сейчас нету, но они все себя считают чистокровными нохчи из Тайпа Алла. И они живут в Чечне, и ничего такого нет. Если есть обратное, в Ингушетии будет там, он будет говорить, я из народа Галга, из Тайпа Нохчу. Пожалуйста, пускай, только просто, по крайней мере, постарается доказать, есть ли такое. Нету Нохчи Тайпа. Тайпа как имени Нохчи нету. И Нахчмахкое название, это в 19 году, в 19 веке придумали, убрав Искерк Мохк Ош. Халатуна Ичкери Мохк Олсуна. Это название заменили. И назвали его Нахчмохк. Или Нашхмохк, или Нахчмохк, не знаю. Нахчмахкоевцы. В 19 веке только. Это факт. Как и в 19 веке русские ввели в обиход название такое, как Тухум. Взяли они его с Дагестана, но название это арабское. Мы все видели в прямом эфире, как это слово и смысловую его нагрузку зачитал нам Султан из Панкисии. Я думаю, учась в Медине, ему обманывать нету смысла. Он зачитал, полностью сделал перевод, значение. Так и есть, как я вам говорил. Это не тюркское слово, это арабское слово. Оно называется Тухум. Вот. А у нас он называется Вар, Версвар. А вот если использовать урартский, хуритский, более древний термин, аналог, синонимы этого термина, это Димту. Хасан с Ютуба задонатил. Брат Хасан поддержал сегодня наш эфир, наш стрим. Хасан дал духуахуал. С Ютуба тоже, как видите, доходит. Это, наверное, сегодня второй человек, да, с Ютуба, который задонатил. Ну и подписчики с Ютуба, как видите, тоже живые и активные. Ну, ютубовские войны такие еще, конечно, хуц, ребята. Вот. Вот так вот. И что, ответил я, надеюсь, на ваш вопрос. Дальше есть какие вопросы? Так, Аллах дал ауфу хавуша. Дересхил, разумно ты рассуждаешь. Да, лаки мушка совахил, дересхил. Амин, масудахил. Просто я лично так считаю. Я Орскос Ингушетии родные не признают, но я это хорошо знаю. История копала не раз. Да, Масанахил, Либерти. Я скажу тебе честно. Можно признавать, можно не признавать. Но клянусь тебе, Либерти, ты мне ничего не говоришь и не заставляешь. Я тебе клянусь Всевышним Аллахом. Я могу поклясться на Коране, что Мелхи, Уарстхуай, Тирвай, Экки, Аухуай, Лам Экки, любой нохчи тейп, если ты мне назовешь, я могу поклясться именем Аллаха, что мы все единый один народ. Вот. Заметь, кого я перечислил, да? И я считаю, что судный день Всевышний за это с меня не спросит. Почему ты их приписываешь, он не был твоим народом, он мне не скажет. Это так и есть. Но сегодня из-за различных политических мин-ловушек, которые были заложены в 1770, нет, с 1730 по 1869 год, сегодня, в то время заложили эти ловушки, до сих пор наш народ страдает вот этой болезнью, которая нас в то время настолько стратегически задуманные вот эти ловушки попадаются в 21 веке наше общество. Нас всегда делили, нас всегда травили. И в этом вина не тех, кто это делает, эти ловушки, а вина в первую очередь нас. Знаете почему? Вы можете сказать, вот если бы это не сделали. Нет. Если бы это не сделали, они сделал бы любой другой. Это могли сделать турки, это могли делать персы.
Они так и делали. Это политика, это геополитика. И любой тот, кто расширяет свои государства, политическое влияние, использовали бы это. Тут ничего такого нету. Но я не защищаю сегодня, там, не думайте, там, что я царскую Россию защищаю, или Персию защищаю, или Турцию. Нет, я вам хочу сказать это. Если вы ведетесь на уловки этих хитрых, как бы их назвать, конспираторов, стратегов какого-либо государства, значит, вы лохи. Понимаете, о чем я говорю? Вы лохи. Я вам поясню, почему я говорю это. Один раз обманут, второй раз обманут. Кто в этом виноват? Мы виноваты. Мы виноваты в том, что нас разделили и делят до сих пор. И мы ведемся на этих вещах. Башлам, расскажи про Орство. Некоторые считают себя отдельным народом. Про Орство я рассказывал уже. Есть и свои особенные моменты в традициях, отличающие от чеченцев, ингушей. Если есть... Нет. Никакого флага нету, никаких отличительных черт нету. Орство это такие же, как и мы. Башлам. Поключи. Ой. Ну, пришла вот Нарнийская. Ну, посмотрите. Настолько не имеющие ни штанов, не имеющие ни мужского, ни женского пола. Это же Нарнийская кашпотка зашла, пытается как-то исковеркать мое слово, сделать что-то. Ну, это же говорит о чем? О том, что ты не мужчина, не женщина. Ни больше, ни меньше. Ага. Yes. Так. Да. فيديو запрос عمياتنا ميشاو شو حاجة تسحهم دي не стоять интересно. Согласен? Я так понял, ты по ошибке прислал запрос, да? Угу. Понятно. Это по ошибке. Вот. Поэтому, что бы то ни было, если вас разводит кто-то, в этом в первый раз можно по ошибке податься на провокацию. Но второй раз, третий раз, это говорит о том, что вы недальновидны и что вы умственно отсталые. Нельзя позволять этому делать. Суть в этом, опять же, я не обвиняю ни те или иные государства, которые были там, не знаю, там, да, древнюю там Персию, или древнюю Россию, там, да, царскую Россию, или там Персию, или атаманскую Турцию. И разницы нету. Кто бы то ни был, если вы позволяете это делать со своим народом, в этом виноваты в первую очередь сами нохчи. Мы не должны позволять. Это касается ведь не только нохчи. Это касается и черкесов, адыгов точнее, которые живут по всему миру. Они тоже разные. Понимаете? Потому что со мной связывались разные адыги, точнее черкесы, которые говорили на эту тему. И они обвиняли тех, которые дома. Они считали виноваты в том, что они там приняли такое решение. Вот эти моменты, когда домашние обвиняют там за пределами обвиняют домашних, вот эти люди, они являются провокаторами в основном. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Поэтому нужно понимать, что если даже вы обвиняете и считаете, что вас делят или поделили, вот нас это вина
заключается у нас. Никто не запрещает, ни одно руководство, ни одно государство не запрещает народу, а это должно быть в крови каждого народа, быть единым, целым, неделимым. Никто не запрещает это. Даяна дел дая да куза. Борщ чумоя. Домой. Пошел отсюда. Частью. Вот. Поэтому вот в этом-то и заключается тема, когда я же вам рассказывал и говорил, что нету никаких отличительных черт, никаких отличительных черт ни у Арствай, ни у Тейруай, ни у Эки, ни у Лам Эки. Ничего нету. Единственная отличительная черта, которая есть, якобы считает, как мы говорим, да, соэфиряух, эфиряух, Богу дуаем. И все это должны прекрасно понимать. История как наука, конечно, это не естественная наука. История – это гуманитарная наука. Гуманитарная наука, да и как наука вообще, история в целом, может дать очень многое для нас, как для одного из самых древних автохтонных народов на Кавказе, одного из. И если мы не будем исправлять свои ошибки, у нас говорить о каком-то будущем, говорить о родине, говорить о датах наших предков, говорить о нашем языке, о культурных ценностях, о традициях, говорить о консерватизме, который был присущ нашим предкам. Мы об этом, конечно же, и даже дальше не можем мечтать об этом. Это большая проблема. И если мы это не поймем, то в этом в первую очередь виноваты только мы сами. Поскольку мы не можем раскидываться своим человеческим ресурсом таким образом. По всему миру, если нас даже всех, везде, со всех стран собрать, тех, кто там появился от ночи этноса, нас может быть максимум, да, 2-3 миллиона. Всех, если собрать. Но опять же возникает вопрос, с каким большими экономическими, политическими, геополитическими государствами мы можем сравнить свое государство, свой народ. Имеется в виду численность. Какие? Япония? Да нет. Китай вообще забудьте. Индия забудьте. Германия забудьте. Ладно, Америка там сборная хапар-чупар. Англия нет. Даже с той же Россией, если сравнивать, нет. Русских больше. Сколько их там? Пускай там будет даже будет 100 миллионов. Больше, чем 3 миллиона. Больше. Я сомневаюсь, даже если так с Казахстаном сравнить, что у нас будет столько же, сколько казахов. Об этом нужно задуматься. Нужно изучать свою историю, нужно объединяться, нужно строить свою родину, нужно своих детей учиться, чтобы они учились, чтобы полезны были для своего народа. Нужно быть умнее. А если вы безграмотные, неумные, и вас используют, это вина в первую очередь каждого человека. Всевышний Аллах не наделил вас хуже,
чем кого-либо другого. Хуже японца он не сделал, немца не сделал, англичанина не сделал, хуже, там, не знаю, любой другой национальности не сделал. Вы имеете такие же органы, такие же мозги, как и все остальные эти народы. Но если вы вместо того, чтобы развиваться и заниматься собой, занимаетесь подстрекательством, занимаетесь самоуничтожением, кто в этом виноват? Виноваты сами люди. Сами виноваты, никто в этом не виноват. От того, что твой сосед подлый, это же не говорит тебе ни один хадис, ни наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, ни Всевышний Аллах, никто не говорит тебе, будь похожим на него, будь хуже него. Будь хуже социопата, будь хуже маньяка и так далее. Будь лучше. И если тебя пытаются обмануть, будь умнее. Не дай себя обмануть. Сделай так, чтобы он больше к тебе не сунулся. Не делил братьев на черного, рыжего и белого. Не говорил, что ты лучше, а ты хуже, а ты вообще умственно отсталый. Нельзя этого допускать. У нас такого не было никогда. Я не знаю, по крайней мере, у нас в истории, чтобы... Я говорю про 18-19 века. Я прошу вас не пытаться меня вовлечь в новейшую историю. Я не лезу в новейшую историю, я не лезу вот в эти последние передряги и какие-то остальные. Я не хочу. Я говорю только то, что было в 18, 17, 16 веках, в 15 веках. Нужно говорить, вот, понимать это. Нужно понимать и знать свою историю в первую очередь. Не для того, чтобы упрекать чужих, что у нас такая крутая история. И не для того, чтобы говорить, вы все у нас тыры. Нет, нет. Историю нужно знать для того, чтобы свои слабые места укрепить и сделать ее лучше. Сделать единым монолитным народом, чтобы строили великолепные мосты, чтобы строили инфраструктуру, чтобы были лучшие инженеры, химики, биологи, я не знаю, медики, юристы, экономисты. Почему над этим, что мы ничем не хуже евреев? Я говорю про ночью. И про остальных оставим, окей. Мы как что он евреи, они умные. А что есть у еврея того, что нет у тебя, как у мусульманина? Неужели тебе твой любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалам, или же Всевышний Аллах сделал тебя хуже, чем еврей? Нет. Неужели твой любимый пророк тебе говорил не учиться, будь наивным дурачком, давай себя обманывать? Было такое? Да не было такого. Насколько я знаю, в хадисах не было. Всегда говорили, учитесь, развивайтесь, будьте лучше, будьте круче. Имеется в виду не круто там одеться в Мерседесе. Нет, я не про это говорю. Круче в плане умственного развития, работы над собой, дисциплины, медицины и всего остального. Я об этом говорю. Почему в этих вопросах мы не пытаемся быть лучше? Не потому, что у нас нет этих данных. Есть все данные, чтобы быть умными, лучшими. Все есть. И Всевышний нас наделил этим. Как и другие народы. Просто нужно работать над этим и иметь понимание. Должно быть государственное мышление. Не думать о том, как своровать, стырить из себе карман, дом построить. Нет, нет. Государственное мышление, думать в первую очередь о Всевышнем, потом о государстве и уж в последнюю очередь уже в этом государстве свое место найти и быть лучшим. Там Всевышний, народ, государство,
ну и так далее. Ну, градацию каждый выставляет по-своему. Вот так вот. Ладно, на сегодня мы закончим. Если у вас будут вопросы, пишите в директ, в Инстаграм, в Фейсбук, в Телеграм, в Твиттере, ВКонтакте, везде мы есть. Пишите и запомните самое главное и важное. Я прошу вас ради Всевышнего Аллаха простить меня, если я каким-то образом вас обидел, оскорбил или задел, или каким-то образом, я не знаю, затронул ваши чувства. Я прошу вас простить меня ради Всевышнего Аллаха. Я не пытаюсь ни оскорбить, ни унизить людей, тем более уж и тейпы, и общество, и народы. Я пытаюсь пояснить и рассказать историю так, как ее вижу, как ее понимаю, читаю, и довести его до вас, поделиться с вами. Это не обозначает, что я это знаю лучше, чем вы. Нет, я хочу, чтобы вы знали то, что знаю я, и поделились мы. Понимаете? Чтобы вы делились своей информацией, а я буду делиться своей информацией. И мы вместе достигли что-то положительное для всего нашего, в первую очередь для нашего многострадального нового народа. Всем огромное спасибо и всем сегодня ребятам, сколько там человек, 5-6 сегодня, да, задонатили. От всей души я благодарен, дался Адуэл. Огромная благодарность за то, что поддержали наш канал. Если есть вопросы, если есть карты, книги интересные, что-либо полезное для нашей работы, пишите в директ или же на WhatsApp, Instagram, везде. Обязательно отвечу, обязательно прочту. Всем удачи и увидимся с вами в пятницу, иншаллах, я надеюсь. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.